Дорогие друзья и сальмисис, здравствуйте. Я Зухра Ахметовна. Хочу сегодня в нашем татарском отделе, татарской избе, интерьер которого со второй половины XIX века, хочу рассказать об обычаях и традициях сибирских татар. Это будет цикл краеведческих уроков, а сегодня я посвящаю этот урок краеведческий на ÖMU. ÖME – это обычай взаимопомощи. Раньше у татар был такой обычай, но сейчас это в забытом виде, но все равно пользуется в сельских местностях. Это обычай взаимопомощи. Этот обычай взаимопомощи или этот вид взаимопомощи, он делится на мужские и женские виды работ. Я хочу начать этот разговор с ÖME, то есть с обычая взаимопомощи, со строительства дома. Это самое начало. Перед тем, как приходит сын к отцу, который уже хочет жениться, и говорит: надо, наверное, папа, построить дом. Отец говорит: а для чего? У нас ведь большой дом, хватит? Нет, а я хочу жениться. Отец, конечно, этот разговор ждал давно. И поэтому они первым делом идут к молле, то есть мечеть, и рассказывает об этом деле мулле. То есть хотят взять, не хотят, а дают садаку мулле, чтобы он это дело благословил. После этого на второй день уже отец с сыном идут по деревне, заходят в дом, в каждый, но там, где есть, конечно, взрослые мужчины, и приглашает их на этот обычай взаимопомощи в ÖMU, то есть в лес, валить лес. Никто в этой деревне не мог отказаться, если только больные или еще что-то, потому что те жители, уже другие жители этой деревни, они знали: да, конечно, как мы-то не пойдем на этот обычай, на ÖMU, ведь придется и моего сына женить, и другого, да, надо, значит, помочь. И все на второй день в обусловленное место едут уже в лес, берут с собой нужное орудие труда, валить лес. Хорошо было раньше, не надо было билетов на лес. Сколько захотел леса, столько и нарубил. В этот день они нарубят очень много леса, и на второй день этот лес уже обрабатывают, опять же все едут, и на третий день уже вывозят этот лес на хорошо приготовленное место в деревне, где приблизительно будет строиться дом. Вот это первый раз обычай, значит, использован ÖME, взаимопомощи. За 3 дня, можно сказать, уже вывезли лес, строевой лес, и этот лес уже готов к приготовлению сруба. На некоторое время спустя опять приглашают, еще смотрят, это в лес, когда идут заготавливать вот этот строевой лес, это ближе к весне, когда оседает снег, уже хорошо, скоро придет весна, уже высыхать будет земля, вывезли, сруб вывезли, и уже, повторяюсь, готовы делать сруб. Вот солнечная погода на этот
день опять папа, то есть отец с сыном, идут приглашать народ на Эму. Сюда уже приглашаются не все такие с такой, силой, которые могут, не могут, но сюда должны пригласить тех людей, которые уже умеют, старики умеют рубить сруб. Ну и молодежь тоже приглашается сюда. Вот это уже второй вид, обычая взаимопомощи. Рубят сруб. На это дело еще приглашаются дети, мальчики 6-7 лет. Можно и девочки. Почему думаете? Детям и взрослым хватит работы. Дети собирают вот эти щепки, которые нарубили, и складывают они в кучу, чтобы они высохли. А эти щепки нужны будут зимой отапливать, для печей, для отапливания. Это зря вот это все щепки валяться не будут. И дети, которые уже мальчики, работают вместе, идут и видят, что их труд тоже оценят вот в этом срубе. Далее сруб уже готов. Я не сказала о размере дома. Дом, он рубился небольшой, 6 на 6. Почему? Большой дом по религиозным канонам не разрешалось, так как в этом доме же будут расти детей, а потом, когда уже все вырастут, когда кто-то все равно же к чему-то, человек, кто-то там останется один в этом доме, и он, когда останется один, этот дом большой, он будет очень пустым. Поэтому 6 на 6 очень приветствовалось размером 6 на 6 дома. Ну что, уже это вид взаимопомощи, сруб поставили. Сруб, конечно, когда ставили, эти старики, которые умели этот сруб ставить, они передавали свой опыт молодым мужчинам, чтобы каждое бревнышко лежало ровненько, чтобы уголочки были очень красиво сделаны, было, чтобы ровненько. И для того, чтобы потом положить мох между бревнами, тоже было не так много щелей. Вот еще вид один взаимопомощи выискивается. Это все те люди, которые уже в июне месяце, уже тепло, едут, немного там людей приглашаются, едут на сдирание мха в лес. Мох, люди знали, где этот мох растет, и сдирали его на посушее место. Но около болота, конечно, должно было бы быть. Все знают, которые, может, я в некотором случае где-то тут, потому что я никогда не сдирала, но знаю, что это мох, едут где-то к болотистым местам. Этот мох они сдирают очень много, привозят и также их ложат сушить. Это для того, чтобы когда уже сруб ставят на мох, то есть на постоянное место дома, строительство дома, чтобы все это в чистом виде, в сухом виде, ничего не мокло, и всегда было, чтобы все отлично. После этого мужская работа, мужской вид эмы заканчивается, потому что ждем, когда же все-таки сруб высохнет. Для сушения этого сруба где-то нужно было 2-2,5 месяца. Или зимой, когда ставят сруб, это уже по желанию тех строителей,
тех условий, которые диктуют. Но срубы ставили всегда весной, и чтобы к осени уже поставить дом. Вот на этом мужской вид взаимопомощи пока останавливается. Выявляется женский вид взаимопомощи. Мы, то есть женщины, которые родственные, вот которые хотят жениться, или там соседей, ну кого пригласят, их приглашают на к речке, то есть скоро же зима, скоро поставят уже избу, а для избы печка нужна. И поэтому вот эту печку, чтобы ставить, ведь раньше не было готовых кирпичей. Кирпичи готовили сами. И это вот эта заготовка кирпичей ложилась на плечи женщин. Все женщины, ну, со своими могут быть и девочками, тоже 6-7 лет, идут к речке. Идут к речке, спускаются к речке, где виден с берега, с речки где-то виден, чтобы слой этого берега, толщины берега. Там они выроют яму, где-то 1,5, можно даже еще и 2 метра диаметром и глубиной 30-40 сантиметров. Туда ложится 3, ну, соотношение такое было мне. Я, например, глину месила сама. Соотношение такое: 3 ведра глины и одно ведро песок. Вот это месиво месишь с водой, месишь, но можно в большем количестве, можно в меньшем количестве, месишь, и с тобой рядышком дети, девочки вот эти, месишь для того, чтобы вот это месиво, глина, то есть готовая по заготовке кирпичей, чтобы оно отставало, вот эта глина месиво отставала от ног, от босых ног. После того, я не могу сказать, сколько мы месили, сколько часов, да, и из них начинаешь делать вот такие шарообразные комочки. Эти комки должны быть где-то до 1,5 килограммов, возможно. Когда эти комочки готовы, мы их вытаскиваем на берег, на телегу и увозили домой, под крышу. Ну, не могу сказать, сколько за день, но где-то, наверное, штук на 50 кирпичей должно было бы хватить вот сегодняшняя работа, вот этот обычай месиво, то есть месили балцак пасу, глину месить, значит. Это ложишь под навесом до завтра, пусть как бы приходит глина в чувство до завтра. Ну, на этом как бы вот это заканчивается. На второй день опять приходят также женщины. Ну, тут можно сказать, чтобы по форме уже, сколько форм должно быть вот для кирпичей. Я хочу показать форму кирпичей. Вот они были раньше вот такие вот двойные формы могли быть вот отдельно, то есть для одного кирпича, это форма для кирпича. Что делается? Приходят на утро женщины, девочки тоже тут же работают. Девочки еще вчера собирали у соседей, где рядышком есть, ну, печи всегда топились, собирали золу. Из дома в дом ходили, собирали золу. То есть
Первым делом вот эта формочка так вот обсыпывается золой. Потом со всей силой, женщина, конечно, сильная, наверное, должна быть, она берет вот этот комок и силой бросает вот в эту форму. И получается вот такой кирпич. Вот такой кирпич. Срезается лишняя глина, срезается, но не выбрасывается. Эта глина опять идет потом для замазывания готовой печи. Что еще хочу сказать? Вот я рассказываю про обычай взаимопомощи Ömer. Как-то раньше были дружнее, как-то всем помогали и все умели делать, да, и все после этого могли порадоваться за столом, чай попить, и друг с другом были дружны. Каждая семья знала, кто сосед слева, кто сосед справа, а в деревне вовсе даже ходили в каждую пятницу ходили друг к другу в гости, будто как выходной день. Вот для того, чтобы поставить печку в такой большой избе, как я сегодня вот сижу, нужно было количество кирпичей 600 штук. 650-600 штук. Вот представляете, сколько можно было месить глину, сколько нужно было делать золу собирать. И самое-то интересное, я не договорила о том, что когда вот кирпичи, они в таком виде, когда готовы, их же еще постукивают по сторонам и вываливают из этой формы. Из этой формы вываливают на ровную дощатую поверхность. И еще такая работа, что кирпичи, они на сквозняке лежали под навесом и перекладывались сбоку на бок ежедневно, может даже через каждые полдня, чтобы высушить кирпичей надо было. Вот и кирпичи мы сегодня с вами сделали. Тоже это обычай взаимопомощи. Ömer. Очень хорошее было дело. Ну, еще если вернуться к тем временам, татары же еще много держали очень гусей, много-много-много. Потому что они жили у речек, у озер, и к зиме всегда у них мясо было гусиное, утиное. И вот в один прекрасный день другая, то есть Ömer, намечалась. Вот сегодня я приглашаю всех, где-то у меня 40-45 гусей. Их надо выщипать, заколоть, выщипать. И вот это тоже был Ömer, вид взаимопомощи. Очень много видов взаимопомощи и женской работы, и мужской работы. Но женщины обычно еще вечерами приглашались друг к другу, то есть помочь то к осени уже дома вымыть. Стены же у татар раньше были такие же, как сказать, ну какие они, из дерева были. Только пазы были замазаны глиной. А так каждую осень они скребли вот это бревна дома, скребли они ножом и мыли горячей водой. Вот это тоже был один вид взаимопомощи öjyuvu, то есть мыть дома, почистить. Вот такие вот дела были у нас. На следующем
занятий мы продолжим разговор не только про традиции и обычаи, и воспитание детей. И человек, когда живет, он проходит 3 свадьбы. И вот о 3 свадьбах тоже поговорим. Что за свадьбы, что за обычаи бывают во время этих свадеб. Обязательно мы с вами встретимся и поговорим. А сейчас я хочу вам сказать спасибо. До свидания.